Дорогие друзья, мы сегодня пришли в гости. Давайте познакомимся. Здравствуйте, меня зовут Якушков Артем. Я обладатель этого дома. Получается, в прошлом году мы построили дом 8/9. В этом году завершили монтажные дела по отоплению, да? И основную часть дом-гараж отстроили в прошлом году. Да. Ага. Сейчас в доме уже запустили тепло недавно, и в гараже тоже. И давайте вот узнаем, что запроектировали в этом доме. Вот какие помещения есть. Дом у нас довольно-таки большой, 8/9 площадь. Второй этаж у нас находится 3 спальни, санузел. На первом этаже у нас кабинет, зал, кухня и второй санузел. Сколько человек проживает в этом доме? Пока 4. Получается, дом снаружи 8/9, двухэтажный, это 72, 128 квадратов. Мы построили по дальневосточной льготной ипотеке. Получается, Артем прошел все этапы подготовки, оформления документов, проектирования. Вот сколько длилось оформление чисто документов? Около месяца, наверное. Ага, месяц. А проектирование дома? Проект нам быстро сделали, неделя-полторы, наверное. Ага, за неделю запроектировали. У нас проектировщики с высшим образованием, архитекторы. И вот что вот будущим семьям еще можно учесть? Тут вопросов очень много. Мгм. Это частный дом. Очень много разных бюрократических дел, Мгм. чтобы получить разрешение, все это дело зарегистрировать. Мгм. Допустим, вы подали заявку на электричество. Как долго вам подключали? Электричество мы ждали примерно 2-3 месяца. Ага. Вот только на электричество 2-3 месяца, а на газовые дела? Газовые дела. Я сначала написал заявление на вывод газового стояка, Мгм. и ждали мы его примерно, написал я летом, вывели только осенью. Поздней осенью, да, это Ага, считайте, месяца Мгм. 4, наверное. ага, 5. да. Вы, получается, платно его подключили, да? Да, я подключал платно, но Мгм. с этого года у нас Социальная газификация. Да, социальная Мгм. газификация. Я написал заявление, мне Мгм. все вот эти потраченные средства полностью вернули. Ребята, вот лайфхак. Кто подключился в этом году, этим летом, этой осенью, сами заплатили за вывод трубы газовой, там 48-58 тысяч, да? примерно столько. Да, 58 тысяч, кто заплатил, можете спокойно писать заявление на возврат денег, предоставив документы на жилой дом и участок. Да. Участок как долго искали? Участок мы искали, наверное, около полгода. Объездили весь Якутск, все районы. Очень много участков было, и там различные нюансы были. Мгм. Где-то не было газового стояка, газовой линии, где-то стояк стоял, но не Мгм. было давления. Мгм. Далее света не было. Мгм. Что еще? И различные участки были с проблемами по документам. Ага. На поиск участка сколько времени потратили? Полгода примерно. Полгода, ребята, полгода потратили, чтобы самый вот оптимальный, удобный участок выбрать, Да, да? это очень хлопотное дело. К этому делу нужно отнестись заранее, Мгм. если вы хотите купить земельный участок. Да, и вот мы всем предлагаем зимой заняться полезными делами, зиму провести с пользой. Давайте искать участки, оформлять заявки Якутскэнерго, Сахатранснефтегаз, готовиться к проектированию. Да, это все нужно делать заранее. Да. Получается. Если, к примеру, если есть у вас даже участок, нужно заранее писать документы на вывод света, стояка, Мгм. и тому подобное. Мгм. Вот у Артема все это заняло, но на свет 2 месяца ожидания, на газ 4 месяца ожидания, да, уже полгода прошло. Да, это Есть- на вывод стояка именно 4 месяца. Далее у меня заняло еще больше времени. Я построил гараж, и так как у меня в гараже находится все газовое оборудование, Мгм. мне пришлось зарегистрировать гараж, далее
Я Через как бы- МФЦ. Да, через МФЦ Мгм. долго ждал. Потом мы сделали газовый проект. Газовый проект тоже не Мгм. сразу делается. Мгм. И примерно, месяца полтора, наверное, Мгм. начиная вот с газового проекта, все это нам Мгм. дали только газ. Мгм. Вот в нашей компании есть постоянные партнеры. Мы можем поделиться контактами, кто вам может газпроект сделать, газмонтаж сделать и а, быстрее с нами прийти к логическому завершению, то есть построить дом, запустить тепло, да? Да, вот хочу сказать, как бы выразить благодарность Шишкинову Мгм. дому. Да, нам очень понравилось то, что была как бы очень подробная консультация, и со всех сторон как бы нам очень помогли. Мгм. С газовым проектом, со светом, ну и со всеми делами. Мгм. Я хотела вот задать житейские обычные вопросы. Вот скольки кубовый септик мы вам поставили? Септик у нас стандартный на 10 кубов, то есть Мгм. ставить нужно не менее 10, это точно, потому что за одну откачку как бы там берут 10 кубов, машина 10 кубов, как правило. Мгм. Если меньше сделаете, то цена как бы все равно будет. Мгм. Вывоз септика стоит 2500 рублей. То есть если у вас, к примеру, если септик там на 3, на 4, на 5 кубов, то Мгм. в любом случае возьмут 2500. Поэтому нужно ставить на 10 А. кубов. Мгм. Вот, ребята, простая математика. Если вы ставите не 10 кубов, а 4-5, вы заказываете 2 раза. То есть 2 раза платите по 2500. Если вы сразу изначально поставили 10 кубов, вы сэкономили, то есть 2500 заплатили и забыли на месяц, да? Ну да, примерно на месяц, да. Мгм. Мгм. И вот насчет емкости тоже хотела спросить. Емкость для воды, вот у вас 3-кубовая, да? Да, трехкубовые. Примерно заказываем водовозку 2 раза в месяц. 2 раза в Да, месяц. 2 раза в месяц. Ага. А сколько человек проживает в доме? В доме у нас жена и Мгм. 2 детей. 4. Мгм. В общем, тогда на 4 вы тратите 6 кубов воды, и один заказ водовозки обходится Заказ, 1 куб стоит 500 рублей. 1500. 1500. Да. Ага, на воду тогда 1,5 на 2 умножаем, 3000. 3000 плюс На- откачка сепчика 2,5, Ага, 5,5. да, 5,5 тысяч на вот эти гигиенические процедуры, Да. получается. Ага. Вот. Потом на газ сколько вы? На газ я еще не знаю, вот как бы только Ага. месяц пользуемся. Только месяц, Ну, да? около 1000, я думаю, где-то будет. Ага. А на электричество? Электричество тоже пока что не потеряно. Хорошо. Но в следующих обзорах мы тоже затронем, сколько вот нужно заложить на коммунальные услуги, да, на откачку канализационной воды, на заказ воды, на электричество, на газ. То есть очень немаловажный такой вопрос, чтобы планировать бюджет семейный. И давайте пройдем внутрь гаража. Хотела еще уточниться по размерам емкости, да, 3-кубовой. Вот эта емкость, она очень объемная. 3 метра в длину, 1,5 метра в высоту и ширина 75 сантиметров. Поэтому, кто планирует ставить, благоустраивать дом, надо заранее размеры емкости посмотреть. Вот эта 3-кубовая емкость, 3 метра, она хватает на 2 раза, то есть 2 раза воду надо заказать. Примерно, да, может, чуть больше. Ага. И получается, по дальневосточной ипотеке мы построили большой гараж 7/7. Артём захотел белый автомат ворота, поэтому нам не пришлось, но мы всегда стараемся выполнять желания клиента. Мы заказали Алютех, автомат ворота с Новосибирска, вот эти белого цвета. И еще, что надо было нам учесть в гараже, вот что вот вы порекомендуете будущим семьям, которые планируют строительство в 2023 году, что надо учитывать еще вот в гараже? Ну, все зависит, конечно, от ваших желаний. Ну, единственное, да, вот нужно будет уточнить размеры, чтобы, если, к примеру, у вас отопление будет в гараже, чтобы это все не мешалось. К примеру, вот
У нас Мгм. тут емкость стоит трехкубовая. Мгм. Как бы она много места не занимает, но это все надо будет учесть. Мгм. Далее, если у вас отопление в гараже, вам обязательно нужно делать, вот, к примеру, вот такое окно. Вот это большое Да-да-да, окно. большое окно. Мгм. Как бы изначально были у нас вот маленькие окошки, вот Мгм. газовики потребовали поставить большое окно Мгм. вот, с целью пожарной безопасности. Мгм. И у нас, получается, в гараже мы установили насос подпиточный на отопительную систему, да. Здесь закачали антифриз минус 65, да. То есть, если свет вдруг уйдет, у вас вся отопительная система, которая 500 000 стоит, да, она будет целая, невредимая благодаря антифризу, да. И второй насос большой поставили на водоснабжение раковины, стиральной машины и, то есть, подводка воды. 2 насоса устанавливаем в гараже. Также установили бойлер для подогрева. Это 50 литров, да, или 100? 50, по-моему. Ага, 50 литров. Нормально хватает, да? Скорее всего, 100. Да, хватает. Ага, да. 100-литровый водонагреватель хватает на семью из 4 человек. Вообще нормально, спокойно. И поставили газовый котел. Газовый котел 40 киловатт Ринай, настенный. В общем, все установили, все красиво. И, в общем, по гаражу. Да, проблем нет. Нам Ага. все нравится. Да, по конструктиву немножко могу затронуть. Мы здесь использовали сэндвич-панели металлические снаружи, изнутри. Утеплитель 10 сантиметров полистирола. В гараже полностью бетонная стяжка, кладочная сетка и утепление пола 10 сантиметров. И металлокаркас сварка. И вот 2 автомат-ворота установили, алютеховские. Вот. Ну, пойдемте дальше. Мы находимся во дворе и сейчас посмотрим, где у нас заложен септик. И, в общем, по септику какая-нибудь информация есть? Ну, септик у нас находится возле гаража. Мгм. На него идет от газового котла спутник, чтобы был подогрев, чтобы да, все там не замерзало. Мгм. И теплотрасса, да, от дома к гаражу. Да, вот у нас теплотрасса идет с дома. Теплотрасса получается 30-40 метров, и она полностью утеплена до септика. И внутри септика спутник от газового котла, чтобы он не промерз. Ага. И еще я хотела сказать, что компания «Шишкин дом» в течение 12 месяцев после акта приема передачи мы курируем. То есть у вас в этом году первая зимовка будет. Да. Да, и мы будем вас курировать и смотреть, как поведет наша теплотрасса, септик. И вот как видите, септик, вообще его не видно, снаружи он закопан. А размер какой был септика? Длина, ширина? Примерно 4 и ширина 2 метра. Ага, 4 метра в длину и 2 метра. Это получается такой королевский септик приехал на манипуляторе, да? И мы его закопали в землю, его вообще не видно. Все очень эстетично. И осенизационная машина мы запланировали так, чтобы осенизационная вообще не заезжала во двор высокотонажка. Она с улицы, получается, откачивает. Подъезжает Да. к воротам. Ребята, мы внутри дома. Вам покажем проект дома. Проект очень удачный. Совмещенная кухня-гостиная, гостиная и кухня-столовая. И расскажем вам немножко про электропроводку, да? Да, да. Ага, и про полы. Потому что полы здесь не ламинат, а шпунт. Да. Ага. Ну, насчет электропроводки, вот давайте посмотрим, он у нас особенный, да, необычный. Да, необычная у нас проводка, это ретро. Мгм. В чем плюсы ретро-проводки? Ну, как бы очень красивый вид, все эстетично выглядит. Ага, значит, я вот немножко добавлю, да, ретро-проводка, она плюсы то, что во время усадки вот эти обычные стандартные электропроводка, кабель-каналы, они немножко изгибаются, и их надо все время подрезать, то есть делать демонтаж, монтаж, опускать, спускать, подрезать, да. А вот эта электропроводка, она дорогая, но
и его поставил, и все, и забыл. В общем, не надо Да. ничего Да. подрезать, Да, урезать, большой плюс. да, демонтаж делать, что-то подправлять, время тратить. То есть вначале он дорогой, но зато в течение года вы про него забываете, да? Да, конечно. Ага, это вот большие плюсы. Но минусы то, что он дорогой. Да, примерно стоит, наверное, в 2 раза дороже. 2,5 Ага. даже. Да, вот на проводку сколько потратили с монтажом, с расходными? Ну, примерно 120 тысяч чисто на проводку, на изоляторы, выключатели, розетки. А с работой? А за работу 1070. Вот так, тоже в 2 раза больше. Да. взял. То есть только на электропроводку 200 тысяч, да? Нет, с работой вместе это Ага. около 10 тысяч. Да, с работой, Да. с расходниками 200 тысяч вышло. Но зато один раз сделали и забыли, да? Так, и давайте еще насчет полов. Полы, то есть мы сделали здесь бетонную стяжку, думали, что Артем захочет ламинат постелить, но впоследствии мы узнали, что оказывается не ламинат, Да. что? Здесь у нас шпунтовая доска, как бы выглядит очень удачно, стыкуется, стыков не видно. Мгм. И как бы, ну, А очень почему выбрали шпунт? как-то более экологично, наверное. Мгм. Мгм. Вот, ну, я считаю, что шпунт, он камерной сушки, то есть он не то есть через полгода, через год больших зазоров не будет, как у доски естественной влажности, да? То есть он уже камерной сушки, и он как пазл собирается. То есть друг друга нанизывается и без щелей. Получается пол без щелей. Тоже и... как бы выглядит как ламинат. Ага, да, на самом деле ламинат это прессованная пилка, а половой шпунт его можно 150 раз шлифовать, тонировать, красить. Красить надо бойцов. Да, не боится воды, влаги, то есть он будет очень долго служить своим хозяевам, да? Да. Вот мы поднялись на 2-й этаж. Здесь лестничный пролет. Под лестничный пролет мы заложили 6 квадратных метров. Для чего? Для того, чтобы лестница была удобная. Вот у нас бывает, что клиенты пытаются сузить лестницу, уменьшить пространство, да. Если сужать квадрат лестничного пролета, то лестница, она будет очень крутая и неудобная. И вот по лестнице, как долго делали лестницу? Ну да, Удобно лестница, или- наверное, очень много времени занимает, чтобы все было красиво, ровно. Ну, Мгм. недели 2, наверное. ушло. Мгм. Удобная? Да, очень удобно, нам нравится. как бы, Мгм. Очень Мгм. выглядит красиво. Мгм. То есть ступеньки широкие сделали, лестница не такая крутая, и всем советуем будущим семьям, кто планирует 2-й этаж строить, обязательно большое пространство под лестничный холл. И тут, как мы видим, панорамное окно. Размеры панорамного окна 1 на 2 метра, да, по-моему? Да, наверное, около 2 Мгм. метров будет. Да, вот эти заказные окна, они 5-камерные, и одно поворотно-откидное окно поставили для того, чтобы мыть, убирать. Для удобства. Мы запроектировали 3 спальни по желанию клиентов, да, санузел 2 и гардеробную. Значит, посмотрим вот первую комнату, она по квадрату 12,3 квадратных метра. Мгм. 2-я спальня 14 квадратных метров. Его предусмотрели под детскую и запроектировали 2 окна. Очень красивый вид с окон, светло, деревья и, ну, шикарный вид. Дальше и родительская комната 14,7 квадратов. Тоже большая, просторная. Здесь вот 2-й санузел у нас 6,9 квадратных метров. И, как мы видим, здесь можно спокойно поставить унитаз, ванну, стиральную и, ну, в общем, раковину. Все можно поставить. Вот очень удобно. Давайте пройдемся по конструктиву. Дом у нас из профилированного бруса. Плюсы профилированного бруса то, что не нужно конопатить. Теплая эффективность и ветрозащита. То есть очень много плюсов. И дальше я бы хотела пройтись по
планировки первого этажа. На первом этаже запроектированная гостиная 18 квадратов, кухня-столовая 15 квадратов, прихожая 10 квадратов, санузел 8 квадратов и кабинет 7 квадратов. Давайте посмотрим. Ребята, мы находимся в кухне-столовой 15 квадратов, и у нас была такая история, то что мы запроектировали только 2 окна, и в ходе строительства нас попросили сделать окно под раковину. И сейчас можно вот мыть посуду, как в американских фильмах, и смотреть на сосны, во двор, за детьми наблюдать. И вот очень удачно получилось. Ребята, мы сегодня вам показали полный обзор гаража, двухэтажного дома. Артем рассказал, сколько длилась подготовка к строительству, и предлагаем уже этой зимой заняться полезными делами, подготовиться к строительству, запроектировать будущий дом мечты. Поэтому приходите, мы находимся в центре города, на площади Ленина, 5 этаж, 504 кабинет. Звоните 25 88 88. Также мы аккредитованы во всех банках: Сбербанк, Алмаз-Эргенбанк, Азиатско-Тихоокеанский банк, и успевайте на льготную ипотеку от 0,8% до 1,5%. Ждем вас.